В жаркую погоду наблюдается острая нехватка воды. Как отметили в мэрии, причина отсутствия воды в дождливой весне. Большинство ледников еще не успели оттаять. Вода для полива поступает из рек Аламедин, Аларча и Бычака и напрямую зависит от погодных условий. В селах тоже периодически не хватает поливной воды. Нерациональное использование воды тоже приводит к ее нехватке. Поставкой питьевой воды занимается Бишкек-водоканал. Ежемесячно на нужды горожан расходуется 13 миллионов литров воды в летний период. В год столица потребляет 114 миллиардов литров. Город обеспечивает поливом водное хозяйство при Бишкек-зеленхозе. И ежедневно для этих целей в сутки расходуется 311 тысяч кубометров воды. Вот мы сейчас находимся в селе Ортосай, русло река Аларча. Аларча сейчас совсем пустой, воды нету. С 13 числа июня вода идет перебоем, нехватка воды в данный момент. Вот русло сейчас совсем пустой, воды нету. С этого источника город пользуется 3 района: Октябрьский район, Первомайский район и основном Ленинский район. Здесь поливаются зеленые насаждения, деревья и парки. Бишкекчане жалуются, что во многих районах в арыках нет воды, засыхают деревья. При строительстве новых зданий и дорог проектировщики не всегда учитывают их расположение. Сеть ирригационных каналов обрывается. В некоторых местах вода разливается по тротуару, в других, наоборот, не доходит до арыков. Всего в столице насчитывается 1500 километров ирригационных сетей. Из них меньше 1/3, 408 километров, находится на балансе МП Бишкек-Зеленхоз. Остальные в ведении местных территориальных управлений. Основную проблему составляют ирригационные сети, которые проходят через дворы. Их никто не ремонтирует еще с советских времен. Многие из них разрушены. А пока зелень внутри дворов тоже засыхает. В этом году, скорее всего, погибнет еще больший процент растительности. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, мы сейчас с вами наблюдаем явление, которое уже считается экологической катастрофой. Неправильная застройка домов и то, что мы потеряли очень много зеленых насаждений по городу, привели к тому, что очень много земли высыхает. И если мы посмотрим, как проводятся ремонтные работы дорог, очень много деревьев можно было бы спасти. Но наши ремонтные работы и все службы, кто занимается ремонтными работами, ощущение, что ненавидят деревья. Фермеры тоже испытывают трудности, потому что наступила угроза засухи на полях. Что самое печальное, несмотря на все потуги властей, крестьяне вновь остаются со своими проблемами один на один. Для фермеров вода – это основной источник дохода. Каждый год мы испытываем нехватку живительной влаги. Воду дают, но не в полной мере. Например, для полива моего участка требуется не менее 8 часов. Но и этого не происходит. Мы не понимаем, то ли воду продают, то ли еще что-то. Хотя оплату производим своевременно, без никаких задержек. Полный коммерческий, да? Стоит отметить, Восточный Большой Чуйский канал имеет ирригационное значение и работает только в вегетационный период. Из Восточного Бычака вода подается на орошение в Кеминский, Чуйский, Сыгатинский, Аламединский район и Бишкек. В случае необходимости вода может подаваться для столичной ТЭЦ через канал отводящий. Западный Бычака проходит по самым плодородным землям в центре Чуйской долины. В Бишкеке есть также скважины, откуда дополнительно берется вода. По городу их порядка 15 в рабочем состоянии и столько же в нерабочем. Азамат Кенджешев, Телек Джуматаев, Нью ТВ.